Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепандин. Мы находимся с десантом в Тампонском Улусе, поселке Хандга. Мы сюда специально приехали с проектом «Весна на НВК». И мы все время говорили, что к нам в гости пришел в студию, а в этом случае мы сами пришли в гости. У нас в гостях, мы в гостях у Галианны Черемисиной, фотографа, видеографа. Галианна, здравствуйте, и сразу забываю все время это говорить. Спасибо, что приняли наше приглашение, принять участие в нашей передаче. Здравствуйте, Петр. Было очень приятно. Вам спасибо. Да. Рады приветствовать мы вас. нашу передачу называем «Кулинарное ток-шоу». Немножко ток-шоу, немножко кулинарное. Да, что вы будете готовить, что вы для нас подготовили? Сегодня мы будем готовить теплый салат с баклажанами. Это очень простое блюдо, готовится очень быстро. И хочу сказать, что это ресторанное блюдо, которое можно приготовить дома. Ну, такое изысканное, да? Да. Можно сказать. И очень простое. Да, и очень простое. Вот почему выбор пал именно на это блюдо? В вашем случае, почему? Как вы знаете, у нас в Ханге нету ресторанов, а всегда хочется что-то вкусненькое приготовить, покушать. И я научилась готовить этот салат сама. Я его всегда в Якутске заказывала. Это готовится, оказывается, очень легко и просто, и мега бюджетно. Ингредиентов совсем мало надо. Да, и решили воплотить это в жизнь. Да. Репетировали? Да, дома всегда готовлю. Это мое фирменное блюдо, муж меня просто обожает. А, вот так даже, Да. да? Я знаю, что многим женщинам, просто потому что они женщины, приходится готовить, но немногим это не нравится. И некоторые даже честно в этом признаются. Как в вашем случае? В моем случае у меня готовит муж. Мне очень повезло, да. Привет, мужу, можно Да, немножко завтрак это более обязательно его, ужин Ага. это обязательно его. Он готовит мне очень вкусно. Муж красавчик. Да, Да, спасибо молодец. мужу. Да, молодец. Ага. И я, бывает, готовлю, что-нибудь, салатики, что-нибудь такое вот. Ага. Но это всегда должно быть вкусно, эстетично Ага. и Ну, аппетитно. да, вы как творческий человек подходите, наверное, чувством, с толком, расстановкой, чтобы это вот какой-то такой с подачей обязательно, да, что-то такое, да. наверное, да. Ну, сколько времени требуется вам в данном случае Вообще салат готовится очень быстро, Ага. минут 20. Вот я люблю все такое, что быстро-быстро нарезал и все готово. Раз и готово, в да. дамке, Жарится у нас только баклажан, остальное все блюдо, получается, ингредиенты уже готовые. Да, мы тогда можем к этому приступить не спеша. Давайте тогда поговорим про вас. Давайте. Немножко расскажите, пожалуйста, Галианна, о себе. Ну, первый вопрос. Интересное имя у вас? Да, Да. Редкое? редкое. Да, я знаю, есть имя Галина, есть имя... А вот Галианна, что означает? Галианна, да, это спасибо родителям, Ну что они в 90-х годах без интернета, да. Не было же такого, чтобы посмотреть именно. Сейчас выбирают по интернету, по нумерологии. Не, но книжка была, потому что... это не в 90-е, да, мы когда назвали сына, смотрели, там имена вот такие. Да, раньше не выбор, было, да. И Ага. телевизор был только, и про такое тоже никто ничего не говорил. Мою сестру зовут старшую Романна. Романна? А я, да. Тоже вот интересно, соединили бабушкино имя и дедушкино имя, Рома и Анна. А меня, получается, в честь бабушек Галя и Анна. И получилось Галианна. Галианна. Да. Ну, то есть такое, можно сказать, придуманное имя. Да, Но придуманное. оно вообще есть? Да, в соцсетях я, конечно, гуглила, смотрела. Нету такого имени Галианна, я одна. Да, И сестра тоже допустим, одна. в моем случае Петр, это древнегреческое имя, означает камень. То есть у вас... У меня, получается, Галина — это тишина, Анна — это милая. Оно, получается, у меня соединилось, и получилась какая-то я... Милая тишина. Не совсем, в кавычках. Да. Ну, то есть, как бы, получилось бинарное оружие. Да, Можно да, так сказать, вот да. так. Замечательно. Ну, откуда вы родом? Вы вообще местная? Вообще, я родилась в Среднеколымске. Папа у меня из Среднеколымска, из села Юсырдах. Потом... Где самая вкусная рыба, говорят? Да, ладно. чир. Да, Обожаю. Ага. Потом мне было 1,5 года, мы переехали сюда. Это родина моей мамы, Ага. Тампонский район. Здесь Мама я училась. сказала, ходи домой, сколько можно, и Да, поехали. там много комаров, холодно, Ага. устала кушать рыбу. И мы приехали сюда, в Тампонский район. Было мне 1,5 года. Свою родину я почти не помню, потому что мне было всего 1,5. Ну, конечно. И вот. Мало- Здесь я мало кто училась, помнит, наверное, да, да. в гимназии здесь я училась, здесь я школу закончила. Потом уехала, и сейчас здесь продолжаю жить. Да, хорошо. А вот с момента, когда вы школу заканчивали, всегда встает вопрос
Что же делать дальше, куда пойти? Ну, скорее всего, учиться, да? Да. Как было в вашем случае? Я училась в естественном направлении, естественные классы, это география, биология, вот это. И я выбрала для себя предмет географию как основной и поступила в Институт естественных наук. Я географ. Географ? Да, Да. география и туризм у меня. Вот так вот. Ага. А почему это направление? Потому что, ну, скажем так, необычное. Да, вообще я любила изучать естественные науки, географию именно. Люблю путешествовать тоже. И как-то вот туда вот меня занесло, но по профессии я, к сожалению, не работала. Мгм. Ну, то есть Да. учились, Мгм. но грызли науки. Да. Да, так. И ну, закончили обучение? Да, конечно, закончила, да. Да. Красным дипломом, небось, еще. Нет, там мне чуть-чуть не хватило, сказали пересдать, но я решила, и так решила, сойдет, ну, да. И так нормально. Мгм. Так, а чем занимаетесь тогда? Я работала в районной администрации Мгм. после окончания университета, и потом я ушла в декрет, и мне уже не захотелось возвращаться в администрацию. Так, а увлечение фотографией откуда прошло? Откуда оно Ну, это пришло? значит, приходим да. к тому, чем вы сейчас Мгм, занимаетесь да. непосредственно. Я Да. фотограф. Так. Фотография пришла с материнством. Мне хотелось сохранить каждый момент взросления моего ребенка. Дети же так быстро растут, Так. каждый день он меняется. Я его фотографировала, все. Мне захотелось его снимать, первое его слово, первые его шаги, там, все это вот. И Запечатлеть, оставить на Да, память, да? мгм. Не только чтобы... Обычно же говорят, я сфотографировал это на самый лучший фотоаппарат в мире. А на что? На собственный мозг. Мгм. Да-да-да. И вот мне хотелось сохранить это все максимально много, чтобы это было, пересматривать, чтобы окунуться там в тот момент и ощутить этот запах молочного малыша. Вот так вот я пришла в Чуть ли не каждый фотографию. день фиксировать, чтобы вот так, да? Да, И то есть фотографировали и, скажем так, набивали руку. да. Ага. Ага. Тогда я вела страницу в соцсетях, и это все выкладывала. И мне писали, ой, как классно ты фотографируешь. И тогда я уже задумалась. То есть это говорили вообще ваши подписчики, сторонние люди, которых вы не знаете? Да. Да, И не это только родные, там, близкие, друзья. Да, родные уже знали, что я красиво фотографирую. А, и для них уже, это... уже знали? Да, то, что я снимала на iPhone, их как бы им не вау было. Ну, конечно, они умилялись моим ребенком, да, но для них это не новинка была. А вот моим... Ну, есть. Да, Ну, как бы. вот так Потому вот. что, да, мы сейчас живем действительно, да, я извините, что вас перебиваю, живем такую эпоху. Раньше, когда мы снимали на пленочный фотоаппарат, это было некое таинство. Пойти отдать и Да. потом ждать с нетерпением, что же получилось, да. А сейчас совершенно другой век. Все носятся с теми или иными телефонами, у которых встроен фотоаппарат. Мы фотографируем, и из 100 фотографий, ну, слава богу, выберем, если одну. Да. И поэтому очень много фотографий, соцсети, везде друг другу пересылаем через мессенджеры и все прочее. У нас вот какое-то такое, слишком много фотографий, да, и поэтому казалось бы, что ценность хорошего кадра чуть ли не пропадает. Мгм. Это Согласи- так и есть, да, я согласитесь, да? согласна, да, с этим. Ага. И что же вы тогда вот начали получать лестные отзывы? Да, Мгм. и я задумалась, как раз надо выходить из декрета уже, Так. а я не хочу туда. Ага, ну то есть на Да. прежнюю работу, Да. хочешь свободы и подстегиваем. Да, и тут оказалась у похвалой. меня главная поддержка, это муж, он меня поддержал в этом. Какие-то все финансовые обязанности он взял на себя. Купили мне первую камеру. Он сказал, милая, вот занимайся тем, что душа лежит, денег я заработаю, я вот красавчик. Да, Да вообще вторая похвала мужу, молодец да, вообще муж. так и Ага. есть. Да, Спасибо мужу. Так, ага. И вот, и все, я начала фотографировать, и начали ко мне идти клиенты. Они увидели мое видение, как я снимаю, как я фотографирую, и очень много у меня пошло заказов. Я быстро начала цену поднимать. Уже Да. платных заказов. Да, бесплатно я почти не снимала. Да вы Да, крутая вообще. Сходу. Но сначала у меня ценник был 2000 а- всего. Да, нет, Да. обычно же начинающие фотографы же начинают как, можно тебя фотографировать, я бесплатно тебе пофотаю, а потом посмотришь, выберешь хорошее. Да, Нет, у обычно меня, вот, так и у меня вот называют. такого вот не было. Обычно- Я прям сразу залетела, я еще и видеограф, мне еще и коптер купили. Да вы крутая Да, вообще. я с квадрокоптером, Ага. это была моя фишка, и ко Ага. мне все хотели на съемку. Ага. И вот так вот я начала То сразу есть вы и поднимать технически ценник. Да, оснастились и все прочее, да? да. А вы специально
какие-нибудь курсы, ну сейчас же куча, да, через интернет можно найти, Да. онлайн-курсы есть, можно оффлайн, то местные известные фотографы проводят те или иные курсы. Да. Учились ли специально? Да, я обучалась, потому что я никогда в руках в жизни камеру не держала. Я не знала настроек вообще. Но я хотела Ну, потому что понятие же фотографировать. экспозиция, Да, выдержка, вот это диафрагма, всё. Какой технические объектив моменты. там выбрать, я не знала. Я Да. прошла курсы, Портретник. да. Это московский, получается, фотограф тоже, Ага. Анна Михайлова. У нее я прошла курсы, обучалась я там 4 месяца. Ух ты, И как во- долго! А да. я думал, 3 дня прошел у одного здесь, я Нет, думал, я нет, нет, фотографом нет. стал. Там вообще все. Там и отдельный урок по эмоциям, как там разговаривать. С психологом я работала, и маркетинговый. Вот это все, короче. Я Ну, то обучилась, есть, да. грубо говоря, это был такой курс, как стать профессиональным фотографом. Да, Ага, да. от А до Я, да? Ну, то есть основы. Да. Потому что действительно же зависит от того, кого ты фотографируешь. Ну вот говорят, самое сложное фотографировать животных и маленьких детей, так? Если портретное. Нет. Да, Я нет, очень нет, да? люблю ньюборн. Они дети очень спокойные. Самые Ну сложные. это- неуборно они лежат, да. Да. А дети, которые, ну, поймать фокус, чтобы они в общем фотографировали, нет, да? Нет, я вообще хочу сказать, что я лайфстайл-фотограф. Ага, Я люблю, репортажный почти. да, я люблю снимать эмоции. Я им всегда, наоборот, даю задания. Пощекотите, побегайте. И я в это время их ловлю. Мгм. Мне нужны живые эмоции, да? вот. Мгм. Ну, Живой. то есть показать жизнь, да? Да, живая Когда фотография. вот она. Какой ты есть на самом деле. Не вот это вот, когда модельные, да. Не, ну постановочные фотографии, они тоже имеют место быть. Да, потому конечно, что я такое тоже снимаю. Это тоже, да, это свой жанр, да, который да. тоже нужно, ну не каждому Но удается. больше по ценностям я как семейный фотограф. Именно в домашних условиях. Мне хочется сохранить их быт, их традиции, вот это вот все. Потому что, смотря на свои фотографии 20-летней давности, я сразу окунаюсь в детство. Это моя кровать, здесь мои запахи игрушки, запахи да, появляются, именно да. запах появляется. Да. Это моя елка, вот, Прикосновение бабушки, да, вот. которой, возможно, уже нету через Да. 20 лет, да. Ну, Вот это самое да, главное, да, вот да, это да, вот. да. Запах ее чая. О, Господи, я тоже как будто в детство окунулся, потому что, ну, мы все живем же ассоциативной памятью, Да. это так и есть, даже же. И вот очень хорошая возможность вот так вот на фотографиях сохранить это. Мгм. в Именно, свой именно через семейный эмоции, через альбом. ассоциации. Да. То есть вот это как. Да. И на этой ноте я вам предлагаю потихоньку начать Да, готовку. давайте. Потому что разговор разговорами, а кушать хочется всегда. Да, давайте. Да, давайте. В Так, первую нам очередь- понадобятся баклажаны. Да, давайте вот пока в сторонку уберем, чтобы камере было видно, что вы Да, вообще расскажу делаете. по ингредиентам сначала. Нам понадобится баклажан, помидоры черри, Баклажан средний. да, листья салата и для соуса. Ну, когда будем готовить соус, я все расскажу. Да, Что мы будем добавлять? давай. Вы, да, молча стоять, наверное, не очень Да. хорошо. Да, первые пошли заказы, вы говорите, что уже вот, как вы назвали, очень только подмеченное слово, залетели прямо. Да. Да. Залетела я хорошо. Так, вы тогда что начали делать? Основали студию, арендовали или как? Нет, у меня упор был, я начала фотографировать летом, у меня были съемки на природе. Ага, локации. Да, Выбирали, специально ездили, выбирали, Да. или как? Или давайте вот здесь у этой березы. да. Или как? Нет, Нет, да? тоже мы... Вообще мы любим отдых такой активный. Сами? С семьей, да. Семьей. А, Мы всегда выезжаем за пределы Хандыги, то в горы, то и на речку, то на поля. инициатива ваша или мужа? Это семейное такое хобби у нас. Вы Да, оба, вы как бы вот в этом направлении двигаетесь? да, вот так вот. ага. Мы вообще в первый раз в горы поехали с 7-месячным малышом. Да ладно? Да. Вы авантюристы. И ездим каждый год обязательно, это с ночевкой. И как бы все равно мы то, что часто выезжаем, я примерно локации знаю. Уже у меня такой вот М, взгляд. Уже вот профессиональный, да? Да, да. Профдеформация. Где бы вы ни были, наверное, ищите локации. Ой, тут может получиться такой восхитительный Да, кадр. вы, может, заметили, что На закате. Хандыга не такая прям красивая, да, там. Ну, как? Ну, природа красивая, но природа- именно по архитектуре, там, да, А. мало таких вот домов.
И мне все писали, а где ты это находишь, такое место? Что это А где ты такое? это сфотографировал? Это разве Ты в так Хандыге? красиво Да. Хандыгу видишь. А разве это Хандыга? Да, типа, вот так вот начали писать. Потому что мы же часто, ну, вообще расхожее есть такое мнение, каждый видит то, что он хочет видеть. Да. Да, то есть человек может увидеть, казалось бы, в совершенно невзрачном Да, вот моменте что-то красоту Люди там свою ходят выделить. часто, но Да, не видят и эту красоту. не да, замечают. не Вот. замечают. Да, а А у я вас вот, такая да. способность есть. Круто. И вот так вот я вывозила это, я начала летом снимать. Мгм. Снимали мы на природе, там на поля выезжали, это очень красиво. М. И вот, а потом я перешла на домашние съемки, так я сказала, что я хочу сохранить именно быт, традиции, да, и я не арендовала студию, не создавала студию. У меня большой спрос на домашние съемки. Мгм. Ну, то есть и тут вы, можно сказать, немножко сэкономили, потому что некоторые же делают специальные студии, Да. студийные, Мгм. да, и нужно это арендовать, оборудовать, красоту там наводить, типа там под Рождество, под что-нибудь такое, ну вот событийное, да? Да. Да. А мне важно было вот именно новогодние фотографии, сохранить фотографии у вашей елочки, с вашей елочки. Не с той чужой в студии, помните, которая... вот старая игрушка, которую мама подарила висит? Да, Типа, вот так грубо вот, что говоря, вот было, этого, да, не там, потому что, смотря на студийную фотографию, мне это ничего не принесет спустя через 20 лет. Да. Я не буду Ну, ничего ощущать, никакую чья-то теплоту. ноунейм студия, которая Да, в памяти не вот отложится, именно. да. Ага. А именно смотря на свою фотографию через 20 лет, это же для меня будет очень ценно. Ага. Это моя елка, тут моя мама, папа. Уже такой запах мандаринов, да? Вот так вот будет. Чего-то вот такого. Ага. Мгм. Так, это нам не надо. Так, это нам не нужно. И что, мы, наверное, вот так, да? Да, нам нужно будет сейчас все перемешать в крахмале. Ага. Это делается для чего? Это для обжарки, чтобы он был такой хрустящий. Ага. Будет такой, ну, своего рода кляр, да? Да, Ага, как кляр будет. хорошо. Мгм. Так, все активно перемешиваем. Вы же сказали, что впервые попробовали в Якутске этот салат Да. и решили ресторанская подача Мгм. воплотить в жизнь. Да, это, Ну, благо сейчас интернет, можно подсмотреть, как все это Да. делается. ну так и было. Так и было, да? Полюбился этот салат, домой приехала, посмотрела в интернете, оказалось совсем несложно Давай-ка я попробую. и очень... Вроде все есть. Да, все есть, и вроде очень ингредиенты. бюджетно. Ага. И вот баклажаны мы замешали. Так. Так вот. И И начинаем, сейчас нам нужно будет их поджарить. Да, включаем нашу инверторную, индукционную, интегральную, Ну, на 1000 индукционную поставлю, да? плиту. Мгм. Обжаривать будем мы на растительном масле. 200, наверное, мало. Вот 1000. 1600. 1600, это максимум, по-моему. Да. Баклажаны будем обжаривать до золотистой корочки. Ага. Ну, буквально 5 Это минут практически тоже. фритюр получается Да. тогда. Практически. Мгм. Как давно вы в профессии тогда? В профессии я недавно, получается, я как новичок, моему сыну 5 лет, и я всего 2 года. Будет летом. Вот так даже, Да. да? Ну вы, можно сказать, да, Новичок. только новичок, да, встаете только на ноги, да? Мгм. Продолжаете учиться? Да, обязательно, без этого вообще никак. Каждый раз какие-то курсы прохожу. Ну, это все, конечно, онлайн. Конечно, да. Обязательно прохожу курсы, мастер-классы какие-то смотрю сама. Ну, в этой профессии нужно всегда учиться. Всегда что-то новое, всегда что-то надо, новинку какую-нибудь внести, да? Вот вы заметили, да, сказали такой вопрос. Вот как будто вас знакомые спрашивали, а где это ты сняла, где это увидела, да? Вот у меня такая проблема, например, у меня, да. Супруга, например, просит меня сфотографировать. Я беру телефон, фото, и она говорит, ты сфотографировал без души. Да. Она говорит, смотри, вот как надо. И берет точно мой телефон, и совершенно другой кадр получается. Ну, то есть тут же, как, понятно, что есть некая техника, да? Правильно выбрать свет, как падает Да. свет, тени, работа, экспозиция, ну, то есть технические моменты. Но при этом, когда ты один и тот же технический инструмент берешь, ну, условно, вот камеру телефона, и получается другой кадр. Где это берется? Где-то, не знаю, в голове? На самом деле, да, во время съемки я очень много меняю схем, ну, именно по настройкам. Потому что если стану так, свет уже совсем другой. Ну, технически. Технически, это да. потому что вы уже подкованы. Да. Да. Нет, я вопрос задаю, вот при прочих равных технических,
один человек фотографирует по одному, другой человек Ну это другой. видение. Видение, Да. да. Вот где это берется? Этому же невозможно научиться или как? Ну, скорее всего, можно. Я научила своего мужа. Да. Да, это Фотографируй меня возможно. вот так, да? Ну, типа такого, да. Чтобы у меня И он ноги были уже- длинные, талия была худее, и чтобы там что-то вот так, Да, тени вот так. условно говоря, так, да. Да. Ну, И он сейчас меня тоже очень красиво снимает, фотографирует. Скоро вас Он- может обгонить. Шутка. Он не думает сам фотографией заняться? Нет, А. у него совсем другая специальность. Ага. Но Чем то, что занимается? жена фотограф, и я вижу по-другому, я его научила видеть, как я. И он тоже сейчас очень красиво это все видит. Мгм. Вот Ну, так не, вот. ну действительно, можно научиться, да? Ну, Да, то это есть, всё с это, опытом можно сказать, приходит. набить руку. Да, Ну, можно, да, можно- насмотренность можно развивать. Насмотренность, да. Да. Фототь, и сказать, вот действительно вот так лучше получается. Потому что чаще всего, ну что фотографируют? Фотографируют Да, то, что масло кушают, сфотографировал, собирается да. есть, да. То есть даже такой хэштег в соцсетях, мир должен знать, что я ем. Да. Ну, это по большому счету бред, но тем не менее, чаще всего именно фотографируют. Да, как И- бы не сфотографировал, значит, ты не ел, ну, да? как будто, да, Или не был там. Не сфотал и вроде как бы и не ел. Мгм. Да, и разные фотографии получаются, Да. чтобы красиво это подать, чтобы посмотреть эту фотографию и захотеть это съесть. Мгм. Абсолютно верно. То есть этому можно научиться. Да, вполне возможно. Так, а как у вас обстоят дела с техникой? Потому что я знаю, профессиональное фотографическое видеооборудование стоит Дорого. немаленьких денег. Да, не маленький. Да. Сотнями тысячами, я скажу, они стоят. Мгм. Ну, сейчас 2 года уже, получается, я снимаю на одну камеру, на Canon R6. Мгм. Сейчас я просто буду обновлять новый объектив, покупать себе, Мгм. новый дрон. Ну, Canon Уже- хорош тем, что у него одинаковые как называется? Объективы можно разные. Объективы, Да. да. Можно менять. Мгм. Мгм. С этим я согласна. Да, они стоят действительно очень дорого. Байонет, вот. вспомнил Байонет, да. слово. Одинаковый байонет, да. Так. Они стоят, да, действительно очень дорого. Камера там 300 тысяч, да, квадрокоптер там 200. Да. Ну, такой самый. Но при этом не означает, что купил самый дорогой фотоаппарат и получились самые лучшие Да, фотографии. вот, верно. Это Можно очень снять вранье. какую-нибудь простую мыльницу, так же красиво, да, Да. как и на... Или на другую камеру другой фотограф не снимет так же красиво. Вот, да. Это вы правильно сказали. Да, ага. потому что же вот действительно на один и тот же вот телефон, где есть стандартная камера, можно сделать действительно иногда просто шедевр. Да, Да. А вы же наверняка выбираете по дню, по времени да, дня. обязательно, да. Потому что самые лучшие фотографии, ну, самый лучший свет считается спокойный на закате, да, вроде Да, как? золотой час. Я как раз таки снимаю в золотой час. Ага. Летом это у нас получается закатное время, Закатное после время. 8 снимаю, Когда да. спокойный цвет и такие Зимой у нас мягкие. солнце очень короткосветовой день, да, и тогда Да. я снимаю днем. Ага. Сейчас у нас солнце в Якутии вообще, ну, такое самое такое жесткое, да, и днем я особо не снимаю, Ага. потому что получается очень Вот это. жесткая картина, Ага. и даже просто щурит глаза, да, вот это вот Ну, все. многие, да, Поэтому я снимаю в закатное время. У нас закаты в Якутии очень красивые. Здесь Да. у нас на Алдане вообще шикарные. И Да, вот снимаю мы застали я. один закат позавчера. Но он Солнце еще не садится. разогнался. И летом вообще здесь красиво Еще будет. Да. будет, да? Ага. И вот снимаю я, да, в закатное время. В Хандыге, где вы работаете, вот 2 года, да, есть ли, ну, коллеги-конкуренты? Да, на маленькую Хандгу с населением 5000, когда я начинала, было 5 фотографов. Я 5-я. Мгм. Но Вот. вы, зная конкурентную среду, вы же говорите, что изучали маркетинг. Конечно. Да. Я изучала и других Потому своих. что все-таки фотографирование, как бы не говорили, что это творчество, но при этом, если вы решили связать свою жизнь с этим, это же все-таки бизнес. Да, Да, и надо абсолютно же, верно. если вы не муж, вы, как бы, скорее всего, нам было бы кормить. Если бы вы, ну, допустим, были бы одна, Да. и надо было очень тщательно изучать маркетинг. Да, и вы, зная, что залезали в конкурентную среду. Да. И как справляетесь? Ну, залетела я, как сказала, залетела, да? Я хорошо сразу... Обычно это слово используют в другом контексте, ну ладно. Ну да. Туда ворвалась я в Ага. эту профессию очень классно. Так.
очень... Я сейчас считаю себя востребованным фотографом. Да. А, И Что вот вы считаете своим конкурентным преимуществом? То есть ваша то, особенность? что я могу сохранить именно живые эмоции. Вот это вот моя фишка. Мгм. Не поддельные, да, там улыбку, а именно заставить человека вывести на живые эмоции. Если даже ребенок плачет, это тоже его эмоции. Да. Я тоже это фотографирую. Ага. Потому что со временем это тоже будет очень ценно родителям посмотреть, да? У нас все идет хорошо? Да. Вот О, баклажаны вот. обжариваем с двух сторон. Да. Уже вот видите, золотистая корочка появляется. Золотистая появляется. Мгм. Чуть-чуть можно убавить. Да. немного. Сейчас нам покажут. Как снимут. Мгм. Как у нас все жарится. Вы, кроме того, что фотограф, еще и видеограф. Да. Да, ну вот вы говорите, что коптером завелись, да? Мгм. Да, а что вы снимаете? Это, скорее всего, же это какие-то события, да, тогда получается? Свадьбы, юбилеи, корпоративы? Да. Или это И что? даже во время съемки я создаю мини-ролики, фильм о семье. Мгм. Получается, я и О событии. Да, также фотографирую и сразу снимаю. Вот это все. И потом тоже выдаю там минутный ролик, 5-минутный. Смонтировать, Да, собрать, смонтировать, и собрать всё, видео, да, музыку подобрать где-то Ну, без некое музыки. памятное событие. Да. Ну, чаще всего это, наверное, свадьба. Да. А и этому тоже специально учились? Видеомонтаж? Нет, так как я это- раньше снимала всегда все на свой телефон, и тоже какое-то видение, насмотренность у меня образовалась. Ага. Ну, но, получается, не образовалась, а Возникло? да, вот, Возникло. возникла. Ага. И это мне легко дается, этому я не обучалась. Да. Ну, Галина, мы живем сейчас в таком мире, да, что у каждого человека есть фотоаппарат. Всегда. С собой. И редкий человек им не пользуется вообще. Ну, то есть, если есть телефон, но редкий человек пользуется им просто как телефоном. Ну, Ага. если вообще деревяшкой не ходит. Правильно? Да. И все фотографируют. Все фотографируют, все так или иначе выкладывают. Либо в соцсети, либо через мессенджеры друзьям и все прочее. У кого-то получается это так себе, у кого-то получается действительно классно, да. Очень много блогеров, все снимают рилсы, видео Да, короткие, сейчас да, такое время у нас. выкладывают у себя. Многие это монетизируют. Да? Как вы к этому относитесь? Это нормально вообще? Вообще, да, это очень. Сейчас это популярно. Ну да, не, ну это не то, что популярно, это стало частью нашей жизни. Да, это как обыденное. Тоже я снимаю, у меня называется с утра обычно morning, утренняя моя рутина. Я снимаю свою рутину. Тоже это я люблю, как тоже в социальных сетях веду блог такой, утренняя рутина. Вообще показываю свою жизнь тоже. И еще во время съемок тоже, как бэкстейдж, тоже я все снимаю, это все тоже я показываю. Ну то есть как бы событие в событии. Да, То есть как бы преподносите это, да? вообще да, как фотограф я веду активно свои социальные сети, Ага. чтобы это... Конечно, да. Но это же нужно вам для продвижения, Конечно, чтобы да. люди смотрели и говорили: «О, смотрите, какой классный фотограф, давайте к ней. Чтобы, ну, И допустим, также такая эмоция показываю возникла. больше жизни, чтобы они уже знали, какой я человек там, да, чтобы они выбирали и меня как человека, как своего фотографа. Вот так вот. Да. Думаю, это очень классное время, то, что сейчас, ну, все ведут, да, даже бабушки. Вот. А сейчас много людей, которые, ну, делают 100 кадров и говорят: ой, я здесь плохо получилось. Что вы советуете в этом случае? В данном случае это чаще всего прекрасный пол. Мужикам все равно. Глаза не закрыты, нормально. Но у меня таких, кстати, случаев не было, что кому-то не понравились мои фотографии. Я их всегда красиво А я хотел вижу. к этому вопросу Да. подойти. Он будет И обязательно. я не делаю ретушь, я не меняю человека, я не делаю там глаза пошире, там, либо талию, где-то нос. Я это... Ноги удлинить, Да, вот такого я не делаю. И всем все нравится, потому что я, наверное, по-другому их вижу, их красоту именно. И вот им все нравится. Не было вот этих отзывов плохих у меня, что там, что у меня нос большой или это. Нет, я к тому, что общие фотографии обычно, ну,
тоже психологический момент, когда общие фотографии, скиньте, пожалуйста, в общую группу, да, скидывает, и первым делом, что человек делает? Приближает себя. Увеличивает Да. и в первую очередь смотрит на свои фотографии, Да. как он получился. А дальше уже хоть трава не расти, как там другие получились. Да. Да, и возникает, Если я там красивая, а вы вышли не очень, я все равно А отправлю. все равно куда-нибудь выложили, а потом Да. начинается Руди говорит, а зачем ты выложил фотографии, где я получилось плохо? А я тебя даже не заметил, да? А я не заметил, а потому что я Мгм. увидел, я там красавчик, глаза не закрыты, и мне все равно. Да, есть Что такое. вы советуете в таким случаях? Ну вот вопрос предыдущий. Что вы советуете девушкам, которые и людям, которые говорят, что вот я тут плохо, вот у меня рабочая сторона, я тут неправильно, давай я так встану. Да, вообще я до съемки, даже в процессе съемки, я всегда разговариваю Ага. с клиентом. Находите Да, контакт. да, это очень важно, чтобы клиент мне доверился, М. и уже тогда он раскрепощается, уже более То спокойнее есть вы становится. Да. психологические И я моменты всегда говорю, находите. выдыхайте, не задерживайте дыхание Да, вот да. так вот, да. Вот такие фотографии, как Да, правило, я говорю, плохо получаются. выдыхайте, дышите. Ага. И я их вот с ними разговариваю, и в это время все щелкаю, и человек на самом деле очень расслабляется, М. и То во есть время... находите момент какой-то Да. такой, да? Ага. Так, Баклажаны у нас уже подходят, да. уже такие Мне золотистые кажется, становятся. очень классно получается. Мгм. Вообще по красоте. Да. Давайте их Самое даже- главное, это очень вкусно будет. Да. У меня есть друг, который просто обожает баклажаны. Мгм. Сколько здесь витаминов. Да. И он еще и приучил меня баклажаны эти. Ну, вообще А, ну полез- вот как раз сейчас попробуйте. Да, полезная еда. Да. Кстати, про полезную еду. Вы обращали внимание на то, что вы кушаете? Сейчас стало да. А раньше нет. Раньше нет, да. Ну сейчас такая тенденция идет. Ну, у всех на устах уже в зубах застряло Вот, ПП, скорее ПП, всего, ПП. да. Ну, это как бы так чуть ли не давлеет, и что чуть ли не мы обязаны этим заниматься. Мгм. Смотреть, что мы кладем в рот. Да, Колу нельзя, чипсы плохо, да. сахара слишком много плохо. Мгм. Ну, вот какие-то Ну, такие моменты. такое Да. вот есть, да. Но все равно. Вот можно салатиком погрешить. Вот, тоже жареные получается. Но А, это но тоже сли- баклажаны. Но слишком жареные нельзя. Да. Да, часто. Мгм. Нельзя. Но это же, с другой стороны, баклажаны. Овощи, клетчатка, полезная еда. Да. Ну, А так как мы живем в районе, да, в Якутии, все равно это рыба, мясо, это всегда, это Да. необходимо нам, Мгм. нашему организму. Ну, какое ваше любимое блюдо? Готовить и кушать. Я люблю блюдо мужа. Так мне муж часто готовит, он всегда готовит это вкусно, и тогда всегда у него это с душой. Даже это простые, например, если макароны, то там он добавит перчик, обязательно какой-нибудь салат еще, и это уже очень вкусно. М, Сама я люблю готовить киш-лорен с семгой, с грибами. Это тоже Что это? киш-лорен, это такое получается как запеканка. Ага. Тоже готовится в духовке, с семгой можно готовить. С Красной гриб- рыбой, да? Да, с грибами. Это тоже у меня муж обожает. Это мое тоже фирменное блюдо получается. И, ну, мучное тоже готовлю. Мгм. Обязательно на завтрак у нас ребенок любит панкейки, блины. М. Такое вот все тоже я готовлю. Ну, то, что дети в основном Да. любят. Ага. Мгм. А правильно ли вы считаете, что вашему ребенку уже правильные пищевые привычки сейчас уже ему закладывать? Или, ну, вот, Вообще у ну, меня- вы покупаете вообще колу ему? Да, Да? могу, да, Ага. могу купить. Могу и Принглс купить, да, чипсы. А, Он может такое у нас поесть, строго его не ограничиваю. Также у нас шоколадки обычные. ага. Но, Ну, то есть он обо всех прелестях, которые Мгм. вообще сладостях, он в курсе. да, но он это познал поздно, года 3, наверное. Так. Ага. Первый раз сладость попробовал года 3, Да. до этого он вообще не пробовал. Ага. И вот, что я хотела сказать, то что муж у меня русский, Мгм. а ребенок у меня любит якутскую еду, это значит пресная еда. Якутский суп, М. макароны там без зажарки, без ничего, Мгм. борщи, там вот это все он не любит, поэтому мы ему готовим отдельно. Даже так? Да, если у нас какое-нибудь такое блюдо, он не ест, а Мгм. мы ему готовим рис там с курицей и все. Ага. Вот такие вот у него, Такие моменты, да, да? пищевые привычки. Прикольно. Мгм. Так, баклажаны у нас почти готовы. Замечательно. Мгм. Так, пусть они пока постоят, а мы пока... А они будут так стоять или надо их вытащить? Или нет? Нет, чуть-чуть еще дойдут они. Чуть-чуть. Дойдут, Да. хорошо. Да. Мы И пока- мы уже начинаем собирать, да? Ага. Просто рвем. Мгм. Да, еще хочу один рассказать лайфхак, чтобы листья салата были упругими и хрустящими, их нужно в холодной воде замочить на 20 минут. Ну чтобы Да. они чуть-чуть воды Да, набрали, да? Да. Мгм, тогда они становятся... Хитрость. Да, Хрустящие будут. хрустящие будут.
много травы не испортит. Я вот раньше был, все время якут траву не ест, но сейчас якут ест. Да, Траву якут тоже. сейчас все ест. Вообще все выкладываем. Давайте все выложим. Вот Тем так. более у нас съемочная бригада не маленькая. Так, духовку, плитку выключаем. Да. И теперь просто, тоже в хаотичном порядке, мы выкладываем баклажаны. Ага. Это получается у нас теплый салат с баклажанами. Так, и мы выложили все баклажаны наши. Раз. И теперь нам нужно приготовить наш соус. Да. Баклажаны горячие, вот так немножко им дать остыть. Ага. Ну, салат называется теплый. Да. Так, для приготовления соуса нам понадобится соус терияки, горчица и мед. Сейчас будем все замешивать. И немножко соли. Соли. Да, чуть-чуть совсем. Так. Соус. И творожный сыр у вас есть? Да, это потом А, для это вот красоты. так кусочками туда положить Да, просто. да. Все. Добавляю. У меня супруга точно так же делает. А это вот получается такой горчично-медово-терьячный Да, соус. вообще можно использовать уже готовые там терияки, соус, унаги. Да, ну лучше Ну вот да, так, ребят. домашний, конечно, вот так вкуснее. Все И такая замешаем. очень такая пикантная, аппетитная заправка получится. Даже же Да. чуть-чуть сладковатая. Сладковато-горьковатый такой. Ну тут все, да. Да. Сейчас они все раскроется, тут соус. Будет тоже очень-очень вкусненько. А черри мы не режем, просто их выкладываем? Да. Или Ну, располовиним? если черри, то маленького размера можно просто выложить. А так можно, конечно, порезать. Оп-оп. Я буду говорить, что я тоже принимал участие Конечно. в этом. Вот такое вот быстрое блюдо, да? Вообще Да, быстро действительно, готовится. действительно, да. Ну, то есть самое главное здесь это справиться С баклажанами. правильно с баклажанами. Учился? Да, давайте, Петр, также можете выкладывать небольшими кусочками сыр творожный. Вот так, да? Мгм. А, у нас ложки нету? Вот, где-то вот, была. вот так берут и, по-моему, вот Да, так делают. вот так вот. Да? Вот. Мгм. Тоже, Ух ты. тоже так в хаотичном порядке все. Откуда я это знаю? Ну, наверное, в ресторане кушали. Да, нет, я увидел у супруги. Супруга точно так же делает. Вот так, красоту. Соус у меня готов. Голь на выдумке хитра. Я тут концом вилочки хитро. Вот так Да, поступил. можно побольше. Побольше, И да. здесь все ингредиенты очень сами собой, все ингредиенты взаимодействуют и по-разному раскрываются. Тоже Да. это очень вкусно будет. На Творож- контрасте, на контрасте Да, именно, творожный сыр тоже сам определенно будет какую-то нотку внесет. Мгм, Также и черри. мгм. И они во рту, оказавшись, они сыграют свою эту, да? Да, можно Так, сюда на помидорчики чуть-чуть добавить. вот этого. Все, думаю, достаточно. Ага. Давайте последний штрих. И вот сюда мы выложим. Да, вот. Все. Вот теперь все. Все. А Да. нет, не хочет. Да. И теперь финальный штрих — это наш соус. Просто берем и так поливаем его. Вот. Да. Обильно. Вот. Вот так. Наш Так. салат готов. Ну вот, посмотрите, да, действительно, какая супер красота у нас с Галианной получилась. Сейчас нужно будет пожелание какое-то сказать, да? Мгм. А, вот здесь. Ну что ж, наступает самая вкусная часть передачи. Дегустация. Давай, да, дегустация. Давайте, Галина, пожелаем друг другу приятного А вы возьмите аппетита. и баклажанчики, Да, помидорчики, чтобы обязательно. все Вот было. так я все знаю, все знаю. И в соус. Да, Я да, вижу, да. где лежит, уже вот подсмотрел. Обильно, да. Вкусно. Как вам? Шикардосина. Очень-очень вкусно. Такой вот ресторанский салат можно приготовить дома. Да. И очень быстро. Простые ингредиенты, да, на самом деле. Обычно в магазинах все всегда есть. Для обеда вообще самое то. Да. Да, наша передача выходит вечером обычно, да, но мы сейчас снимаем днем. Для обеда Его салат даже классно такой закусочный. подавать на праздники. Красиво, Да, да? нам на праздник тоже можно легко. Очень красиво. Очень красиво. Самое главное, очень вкусно. Я думаю, что это еще и полезно. Да. Да. Галина, спасибо вам большое.
Наша передача подходит к концу, и у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Так, я хочу вам пожелать всем крепкого здоровья. Готовьте всегда с душой для себя и вашей семьи. И готовьте салат с баклажанами. А я еще расскажу, что у нас сегодня в гостях была Галианна Черемисина, фотограф, видеограф. Галианна, еще раз вам огромное спасибо за интересную беседу, за очень вкусный салат. Друзья, на этом мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и ешьте, как мы всегда тут говорим, просто вкусно. Будьте здоровы.